Являясь руководителем проектного офиса по развитию Булонского района, можно сказать, что за последние 3 года мы сделали существенный скачок в этом направлении. Так появилось 3 новых некоммерческих организации, которые в том числе работают уже на территории России. Есть значимые победы, такие как первое место в IT-сфере в конкурсе Минвосток развития, первое место на платформе «Моя страна, моя Россия», президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2022 году мы стали также победителями в сфере интеллектуальной экономики. И благодаря тем направлениям, которые развиваются в Булунском районе, а сейчас у нас в проектном портфеле более 40 проектов, в том числе с участием регионов России. Так, например, научный сборник, который мы создаем в поселке Тикси, в нем участие принимает уже 18 субъектов Российской Федерации. И, конечно, все это направлено на развитие Булунского района, на престиж, на инвестиционную привлекательность и новые возможности для молодежи, которая начинает свою жизнь связывать. И главное, что связывают свое будущее с поселком Тикси и с Булунским районом. Девчонки, чего не хватает вам здесь, в поселке? Бассейна. Парка. Бассейна? Парка? Какого парка? Аттракционов. Аттракционов? Торговый центр. Торговый центр? Да, круглосуточный. Да. Это там магазин круглосуточный. 24/7. Не хватает в школе нормального автомата для питания. Да. Ничего нету там. Вообще. В самом поселке? В самом поселке мусор. Грязный слишком. Почему вам не организоваться всей школой, пойти убирать мусор? А это уже не нам решать. В Якутии проект «Чистая Арктика» стартовал с 2021 года и именно с нашего поселка Тикси. В ходе реализации проекта убрано 487 тонн металла, 350 тонн бытового мусора, пластика, древесины. Расчищенная территория составила около 24 гектар. Целью проекта является вовлечение детей и молодежи в проактивную повестку через формирование устойчивых сообществ. Проект консолидирует вокруг темы экологии активную часть руководителей организаций, учреждений, волонтеров проекта над общей задачей – сделать поселок чистым. В Булунском районе действует вообще 7 молодежных общественных организаций, которые все на общественных началах работают, двигаются, точнее в селах у нас работа идет, скорее всего, волонтерская. Да, там молодежь организовывает мероприятия, это раз. 2, они участвуют во всех культурно проводимых мероприятиях. Булунская молодежь, она очень активна, позитивна, легко идет на подъем. Во всех акциях активно, никто не остается в стороне, всегда все принимают участие у нас. Бывают, да, люди, которые, можно сказать, не инициативные, не активные, да, но у нас работа такая, чтобы мы их завлекали, и у нас это хорошо получается в Булунском районе. То есть молодежь, она везде и всюду активна, если на них обращать внимание, над чем мы и работаем. Это проект называется «Краски Арктики». Мы его придумали совместно с Ослоповым Артемом, когда еще в прошлом году появилась идея о том, чтобы как-то облагородить пространство и создать атмосферу для жителей района, чтобы пропала вот эта серость Тикси и было яркое пятно, где люди смогут фотографироваться и просто было приятно глазу. И мы пытались найти спонсоров, но так как спонсоров не было, это все было сделано на личные средства, с личной инициативой, и подобраны были такие рисунки, потому что как бы ассоциация с севером была, и было как бы, не знаю, как бы вдохновение, чтобы люди смотрели, например, вот у нас были здесь мамонты, у нас здесь всегда очень прекрасные закаты, рассветы. У нас, с той стороны нарисовано, с этой стороны нарисовано, там тюлень и белый медведь тоже есть.
И вот так вот появилась идея, из идеи мы сделали концепцию, я набросал эскизы, мы утвердили с администрацией поселка, нам дали добро, и вот мы сделали такой арт-объект в поселке. На данный момент он уже не единственный, потому что к нам уже приезжали художники и нарисовали мурал. В следующем году мы тоже планируем проекты, такие как «Краски Арктики», восстановить старые муралы еще советского времени. Они очень красивые. Если в них добавить красок и оживить их, это будет еще одни такие места, где люди смогут, людям будет радовать глаз. В 2022 году мы подали заявку на создание IT-центра. Я в 2022 году съездила в марте месяце на семинар директоров, где директор Кобяйской централизованной библиотечной системы выступила с этим проектом о том, что они прошли этот грант. И очень заинтересовала меня этот проект, и мы решили подать заявку. Заявка сама была несложная, но мы защитились с нашим заместителем главы Милославским Владимиром Германовичем, победили, и нам выделили сумму 2,5 миллиона на приобретение оборудования и мебели. Вот. И в 2022 году, в ноябре месяце, у нас состоялось торжественное открытие. Несмотря на то, что IT-центр в Булунском районе открылся всего лишь в конце прошлого года, достаточно уже можно сказать, что результаты хорошие. И благодаря этому проекту, который был поддержан и республикой, нам удается сейчас создать пространство коллективной работы, такие как Академия креативных индустрий совместно с единым ресурсным центром, медиалаборатория совместно с ГАУ-САХА «Печать», редакция газеты «Маяк Арктики». И, конечно, для нас самое большое значение имеет то, что мы даем новые возможности молодежи для саморазвития, поиска себя, профориентации и многое другое, потому что именно от развития местных сообществ зависит то, в каком поселке мы будем жить. Центр оснащен современным оборудованием, да, где у нас подготовлено 8 рабочих мест. Это вот компьютера. Потом у нас есть 2 графических планшета, тоже для работы. Рабочие места подготовлены именно для обучения, наверное, детей, да, и для развития предпринимательства в цифровом формате. Это дизайнер, можно обучить, потом у нас еще разработчик. Сегодня у нас в Булунском Улусе обучается 7 человек по программе Skillbox. Также на базе IT-центра наши ребята проходили подготовку в IT-направлениях, в проектном управлении, и в том числе благодаря тем компетенциям, которые они успели набрать за сравнительно короткий срок, это показало и свои результаты на республиканском фестивале «Мусустар», на котором Булунский район занял первое место среди арктических районов республики. Лучший молодежный арктический район Якутии награждается Булунский Улус! Вот, представители делегации, да, выбегают. Давайте поздравим их, отправим лучи через экраны, лучи поддержки, поздравления и разделим их радость. Невероятно далеко находится этот улус, если посмотреть на карте, но просто спасибо, что они сегодня еще с нами и вот получили победу и будут реализовывать свои проекты во имя развития уже родного улуса среди молодежи. Обогнали, да, свои второе, получается, место обогнали в 2 раза. Значит, их проект, он был по-настоящему значимый, вот, который, да, следует развивать в своем районе, и который достоин настоящей победы, достоин сертификата на эту сумму, которая поможет развитию своего района, своей молодежи.
Зачем мы это делаем? Во-первых, это интересный опыт, потому что те направления, которые мы развиваем, они не характерны и для севера Якутии, и, наверное, для Арктики. У нас нет оптоволокна, но при этом мы являемся экспортерами IT-услуг, которые покупают и другие районы республики, несмотря на то, что у них уже оптика есть. И, конечно, такие проекты — это вызов и району, и самому себе, возможность себя раскрыть с другой стороны. Это очень интересно, и мы понимаем, что это важно, и в будущем, конечно, эти проекты могут лечь в основу чего-то большего. Сам проект — это Tixi Weather, Tixi Погода. Что мы делаем вообще как бы не так, как делают другие. Мы ориентированы именно на Tixi, на наших жителей, и мы берем не просто погодные данные, а загоняем их в алгоритм, который дает отмену. И плюс эта отмена, то есть эти данные, они передаются жителям поселка в приложении. То есть скорость в нашем поселке настолько маленькая и ничтожная, это проблема Арктики вообще в целом, да, скоростной интернет. Но мы сделали так, что можно получать данные просто на e-сигнале, и никак это трафику не грозит. С этим проектом мы подались на конкурс «Моя страна, моя Россия», Арктика, «Моя Арктика» и «Мой Дальний Восток», и в этом году заняли первое место. То есть ни Яндекс, ни Гисметео, никто вообще такие вещи не делает. Даже тот же Росгидромет, в принципе, на который мы ориентируемся, да, как основной поставщик погоды в Российской Федерации, тоже, к сожалению, не делает таких. У нас есть конкуренты в мире, но если мы берем мировую практику, то там они не учитывают одну деталь. Это мы делаем очень точечно, то есть это мы берем поселок, значит на поселок. То есть у нас не может другой наследник уже взять и ориентироваться на нас. Это уже будет неправильно, потому что в Арктике погода меняется там каждые 6 километров. Это приблизительно, то есть есть поселок Tixi-3, у нас может быть затишье, на Tixi-3 может быть там порывы до 23 метров, отмена всего. То есть поэтому и мы рассчитаны именно на арктическую зону Российской Федерации и на компании, которые занимаются добычей. Потому что люди, да, как говорит Владимир Владимирович Путин, глава республики, люди и здоровье людей — это приоритет номер один. И когда работают именно на таких добывающих компаниях, вышках, они там обрезаны от всего. То есть ни телефонов, ни интернета нет. Здесь мы можем в этом плане их выручить и давать локально. То есть небольшая будет станция метео, которая закрепится и будет локально по телефонам всем раскидывать. То есть у нас сейчас есть небольшие переговоры, где мы уже готовы, в принципе, продавать этот алгоритм наш. В 2017 году, когда я переехал в поселок Tixi, мы с командой задались вопросом, как можно развивать экономику, и мы пришли к выводу, что в ближайшее время какие-то крупные промышленные объекты или инвесторов найти не получится и реализовать. И для того, чтобы район развивался и поселок, мы начали продумывать какие-то альтернативные механизмы и начали разрабатывать с командой так называемые продукты интеллектуальной собственности и пришли к выводу, что необходимо регистрировать и патент, и создавать систему сертификации товаров, сделано в Арктике, проверено в Арктике. И с 2017 года мы этим проектом занимались. В течение этих лет мы получили право депонирования в едином депозитарии на объекты, сделано в Арктике, проверено в Арктике. Следующим этапом у нас было согласование с Росстандартом. Достаточно сложная процедура, когда мы полностью системы должны прописать, как они работают, взаимодействуют друг с другом. И на третьем завершающем этапе мы получили патенты от Роспатента на товарные знаки, которые теперь предприниматели из Арктики имеют право ставить на свои товары после того, как они пройдут сертификацию. Для чего это сделано? Этот механизм позволяет привлекать инвестиции в Булунские районы, в поселок Tixi, а реализовываться на территории всей арктической зоны России.
В 2019 году мы прошли конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и выиграли грант на сумму 5 миллионов рублей. И в 2020 году мы полностью реализовали свой проект. В рамках проекта произошла модернизация нашей детской библиотеки. Да, сюда входило то, что мы обновили полностью свой книжный фонд, был проведен текущий ремонт, была заказана мебель, вся мебель была сделана на заказ, было куплено оборудование и изменилась сама структура нашей детской библиотеки. Появились новые залы, такие как комната семейного чтения для наших самых маленьких детей и их родителей, конференц-зал, где мы сейчас проводим библиотечные мероприятия, и появился у нас компьютерный зал, который рассчитан на 3 рабочих места с выходом в интернет. Если сравнивать, какая библиотека была до и какая сейчас, то сейчас, конечно же, библиотеки нового поколения – это в первую очередь информационные центры. Они перестали быть местом, где просто выдают книги на дом детям. Это стали местом общения детей в такое свое не школьное время. Здесь дети могут собираться, общаться, в общем, весело и с пользой проводить свое свободное время. В нашей школе особое внимание уделяется военно-патриотическому развитию детей. Так как ТИКСИ является форпостом России, в связи с тем, что находится в стратегическом месторасположении, то именно наша школа, она находится в очень удачном положении в связи с тем, что окружают воинские части Российской Федерации. И в 2021 году у нас возникла идея по созданию кадетского класса в рамках внеурочной деятельности. Что из себя представляет кадетский класс? Это группа неполного дня. Занятия начинаются у кадетов с 3 часов до 6. На данный момент группы посещают 15 детей. 15 кадетов – это численность именно детей не только нашей школы, но также и школьников с ТИКСИ-РАС. У детей большие заслуги, несмотря за маленький период. Дети участвовали и в республиканских конкурсах, занимали призовые места. В прошлом году они летали на сбор юноармейский в город Якутск. В этом году, в 23-м, в марте, были на карбышевских сборах в Чурапче, где также себя проявили очень достойно. 2 из детей были награждены медалями Поморцева. И капитан команды, он был награжден медалью юноармейской 3-й степени. В школе реализуется также проект, который называется «Краски Арктики». Этот проект был придуман в связи с тем, что в основном дети военнослужащих, они прилетают, и вокруг их окружает все серое и мрачное. В связи с этим мы решили улучшить настроение школьников. Здесь мы хотели прям вот арктические медведи, олени, нерпы. И вот первый этаж у нас с белыми медведями. Амина, ты вот этого медведя раскрашивала? Да. Вот этот медведь, он у нас был самый первый, показной, его показывал нам художник, как надо правильно рисовать. Остальные уже дети. Вот этих я тоже нарисовала, а тут уже художник размазал краской. Помог тебе правильно, да, нанести? Да. А тут я чисто сама медведя раскрашивала. Те жильцы, которые впервые в руки взяли кисточки, они, естественно, небо раскрашивали, горы, ну то, что для них было полегче. Наша организация «Булунский женсовет» работает в ТИКСИ и вообще в Булунском районе с 2010 года. Наша организация занимается в основном с женщинами, с детьми, со школьниками, с пенсионерами также. Мы выиграли 7 грантов. Подавались также на грант, на президентский грант, но там нам не хватило баллов, хотя 52 балла – это тоже много. Этот грант в Усть-Илиньке мы хотим про Прончищевых рассказать и довести эту типа презентации до всего Булунского района, до всех жителей. Это вот крайний проект, который мы хотим воплотить в жизнь. У нас идеи, это куклы хотим продвинуть, рассказать о различиях на куклах между национальностями,
Это очень интересный грант. Также мы хотим гранты о теплицах, например, развести теплицы для населения. Задумок и идей, конечно, у нас много, но мы работаем, стараемся. Мы считаем, что наше учреждение – это немножко больше, чем учреждение среднего профобучения. Мы считаем, что наше учреждение должно заниматься координированием абитуриентов из арктических районов. Также мы являемся площадкой для реализации федеральных проектов, такие как «Билет в будущее» и «Содействие занятости». Также мы должны быть таким неким пространством, открытым для культурной жизни населения, для центра молодежного движения района, поселка Тикси и волонтерским центром. Также мы должны быть открытой площадкой для того, чтобы школьники приходили на нашу базу, могли получить свою первую профессию, первые навыки и полностью вся профориентационная работа. Также мы считаем, что профориентационная работа очень важна. Даже если ребенок получил свою первую профессию, обучаясь еще в школе, если он поймет, что это не его, это уже очень хороший результат, потому что дальнейший выбор он сделает уже более осознанный. Ну, у нас есть несколько проектов, которые мы реализуем. У нас есть проект Prof to Arctic, профессионалы для Арктики. Это значит реализация программ профобучения на территории арктической зоны. И это значит, что предприятия могут сделать заказ на обучение своих работников и, проходя через наших тьюторов формируется группа обучения, и по итогам они сдают квалификационные экзамены, получают документы. Есть примерно такой же проект, который называется «Урдель». Это примерно все то же самое, единственное, это именно для безработной молодежи. Здесь мы уже работаем с центрами занятости населения. В конце ребята должны быть трудоустроены. Ну, на сегодняшний день всего 855 слушателей прошли через эти наши проекты. И сейчас вот мы пытаемся продвинуть проект «Арктика. Территория карьеры». Это я немножко вкратце о нем уже рассказала, когда я говорила, что мы должны стать центром карьерной навигации всех арктических абитуриентов. Это значит, что мы должны на своей базе, на базе ЦПРК, реализовывать программы СПО совместно с другими профессиональными образовательными организациями. Сегодня в поселке Тикси на базе IT-центра открыто креативное пространство для молодежи. Благодаря единому ресурсному центру и партнеров, которые входят в проект, мы получили оборудование стоимостью более 600 тысяч рублей. И все эти оборудования, книги будут доступны для молодежи, которая позволит им развиваться в креативных индустриях. Простым языком это современное творчество, графика, 3D-дизайн, различные инновации, которые максимально быстро внедряются, полезны для жителей, полезны для творчества. И сегодня значительный шаг мы в этом направлении сделали. Для детей все это будет доступно, также будет проводиться обучение. И, конечно, мы рассчитываем, что Тикси станет креативной столицей Якутской Арктики. Наша поездка в отдаленный Булунский район стала возможной при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина, при поддержке целевого фонда «Будущее поколений Якутии». Мы сегодня завершаем нашу командировку. Мы в эти дни провели большую работу с населением Булунского района, с поселка Тикси. Мы провели проектные мастерские для того, чтобы активные люди, некоммерческие организации, бюджетные учреждения в будущем могли принимать участие в различных грантовых конкурсах федерального, регионального и муниципального уровня. Кроме того, вместе с нами в командировке приняла участие кинорежиссер Марина Калинина, провела для молодежи, активных граждан, которые хотят сохранить культуру, традиции, историю о своем родном Улусе, мастер-класс по созданию документального кино. Кроме того, мы открыли в рамках нашего действующего проекта «Арктическая креативная академия» открыли креативное общественное пространство для детей и молодежи. Здесь на базе IT-центра и на базе районной редакции газеты действуют наши образовательные программы «Мультилингва Арктики», проектная мастерская, IT-технологии, медиалаборатория и так далее. И мы очень надеемся, что дети будут ходить на наши образовательные программы, кружки и будут владеть
и новыми креативными индустриями, потому что сейчас действительно очень большое внимание уделяется развитию креативной индустрии, но мы очень хотим, чтобы дети Арктики, молодежь Арктики были продвинутыми, опережали, может быть, своих сверстников и шли в ногу со временем. И в рамках нашей поездки, кроме того, мы создаем очень много интересных видеосюжетов о добрых гражданских инициативах. И мы надеемся, что созданные видеосюжеты позволят всем жителям Якутии вдохновиться, получить мотивацию и создать такие же добрые социальные проекты у себя на территории.